услышал по радио, требуется копировщиком. Ну, фотографией занимался раньше, конечно. Вот пришел, и Ганей Галимович был. Ну, он начальник киногруппы был. Вот, ну, я ему понравился, лечу, и он мне сказал. Ну, сказал, что сколько зарплаты, все такое. Машина еще это на дворе стоит, где эта башня стояла, копировальная. Ну, все, и это где-то в мае было, а потом я уже все хотел устроиться на завод, и вдруг он это присылает письмо, и вот я 16 июня 1964 года поступил. Владимир Николаевич Тупиков, ветеран башкирского телевидения, телеоператор. Все мы родом из детства. А до этого радостного, как считает сам герой события, судьба не раз испытывала его на прочность и стойкость. Владимир Николаевич родился в 1938 году. Отца, ушедшего на фронт в 41-м, помнит плохо. Не успев крепко встать на ноги, еще совсем крохотным, Володя познал голод, холод и все тяготы жизни в военное время. Вообще не выключали радио. День и ночь говорил. Вставали по радио и круглые сутки работал. А еще что вот, заводы все гудели, допустим, в 7 часов, чтобы подъем на работу или еще так. Тогда же мужиков не было. Вообще вот я жил, у меня бабка была, моя мать, потом отцовская сестра, 2. Одна вот тоже, ее муж погиб, Галка, ее дочь, сестра моя. В общем, 5 женщин, я один был мужик. Вот так. А топить тоже нечем был. Весь сарай громадный был, сожгли. Ну, дядька вот, он один на фронт, у отца 5 братьев было, один не был на фронте. Но ему уголь давали, вот он нам уголь привозил. Воду тоже по талонам давали. Там специально бабка сидит в будке. Талон дашь, она откроет, ведро наберешь или 2. Там указано, сколько литров. Мы жили на Гофуре внизу. А там, ну, не доходя железной дороги, родники были. И вот, когда мать говорит, натаскай, но зимой это хорошо, там ветры на санках. А так половину принесешь, только если летом пойдешь. А вечером с матерью опять на санках едешь и полоскать туда. Теперь единственным мужчиной в доме остался Володя. Как и всем детям войны, ему пришлось рано повзрослеть. Сначала школа, затем служба в армии. Пожалуй, его самым большим желанием было устроиться на работу, окунуться в гущу событий и почувствовать себя самостоятельным, полезным для отчизны человеком. Судьба предоставляет ему такой шанс. В 1964 году он приходит в башкирское телевидение. Начало пути. Я в основном любил эту большую вот эту синхронную камеру СК-1. Но лучше меня ее никто не знал, конечно. Все ребята, которые казет номера, обязательно меня приглашали, чтобы я им настраивал и все такое. Сейчас трудно представить, какого напряжения сил, мастерства и сноровки требовалось на заре телевизионного искусства от оператора. Брака не будет, так говорили редактора и доверяли Владимиру Тупикову самые ответственные съемки, среди которых освещение мероприятий областного комитета партии. Несмотря на внушительный вес камеры, руки его никогда не подводили, в том числе и нервы. Когда пошли первые телевизионные камеры, и эта камера наша же была, а приставка магнитофонная Sony была 16 килограмм. И все, вот день потаскаешь, когда особенная информация. Но если на передаче все-таки можно на штатив поставить и все, а просто возможности нет уже на информации снимать. Если там какую-нибудь доску открывает кому-нибудь или что, там процесс-то идет минуты 3, а попробуй успей все такое. Надо и зрителей показать, и выступающих показать, и саму это показать. Верный путь.
Утром и днем съемки передачи сюжетов, вечером вещание в прямом эфире, частые командировки по городам и весям республики, работа телевизионного оператора требовала полной отдачи сил и времени. Владимиру Николаевичу нравился такой расклад – режим готовности в любой момент выехать и снять сюжет или передачу. Этот завораживающий мир под названием телевидение поглотил его с головой. Энтузиазм у него был в крови. Пылесосы вот эти были, ИСП особенно были. Адмира чехословацкая нормальная, 2 пентафлекса немецкие были. Вот те нормальные были. Ну, они где-то на морозе не работали. Обязательно пружинный привод надо вводить. Градусов 20 уже на улице не пашет, не тянет мотор. А вот эти самые, последние, вот этот кинор последний, вроде ничего, самые. Самая первичь, конечно, конвус 35. Но мы же сюжеты снимали на 16 миллиметров, а концертные номера, фильмы на 35 миллиметров, документальные. И раньше обработку все было 35, а когда на цвет перешли, тоже уже обратимые пошла, и сразу позитив шел. Немецкая дефа была, она обрабатывала эту пленку 16-миллиметровую, и сразу это обратимые. Сразу можем в эфир давать, монтировать эфир. Как вспоминает ветеран, в 60-е и 70-е годы в коллективе было очень много фронтовиков. Пожалуй, стержень всей работы задавали они, закалившиеся в боях солдаты. Старание довести результат до победного конца, взаимовыручка, дружба. Все положительные черты перенимали и более молодые коллеги. Своим учителем, наставником Владимир Николаевич считает Гильвана Амирова, легендарного оператора военных лет, стоявшего у истоков башкирского телевидения. На информации много же, 2,5 в кино снимаешь. Концерт номер 1 к 4. Если 100 в эфир прошло, то 150 можно в корзину метров. А концерт 1 к 4, значит, уже еще больше. Все равно же лимит был, за перерасход высчитывали. Не надо вот так. Все с проявки и это дает, и за этим у нас Галим строго следил. Каждый месяц давали отчет. Вообще меньше 500 никогда метров не бывало. 700, иногда 1000. Как работаю. Вот время отпусков летом особенно много. Хлебоуборка начинается или что там, не жалеешь. Счастливый билет. Главной удачей в своей долгой и счастливой жизни Владимир Николаевич считает встречу с суженой Валентиной Александровной. Сама с Чечменского района. Техникум окончила и работала, поступила в экономический институт заочно, а жила на Гафуре. И вот встретились у мастера портного. Тогда же не ателье, вот там у нас бабуля была, она хорошо шила, а я брюки заказал. Я уже померил, там вышел, и она заходит. Вот так познакомились. Соседкой оказалась. Еще раз. И все, и так. Года через 2, через 3 поженились. Поженились Тупиковы в день радио 7 мая 1969 года. Супруга всегда поддерживала Владимира Николаевича в его начинаниях, с пониманием относилась к его частым командировкам и нормированному рабочему дню. И дочь Светлана, и сын Константин выбрали профессию матери, пошли по стезе экономистов. Что выберут любимые внуки, покажет время. Настроение праздник. Техника такая сейчас шикарная, все такое. А в наше время же нифига ничего не было, все сами добивали и все такое, разбирали. Командировки, то аккумулятор были. Я вот 25 лет или 30 лет целином в землю поехал на Абзелиловский район или Волчелинская, не помню. В общем, до этого сюжет поснимали. А Шакиров приехал, Орден Народов, и это встречать. Да у меня аккумулятор вообще сел. Как снимать? Своей же машины нету. Вот
бегал, все-таки один согласился. Ну, подзарядите машины. А то подходит, а в то время УАЗиков тоже не было, ГАЗ-69, все эти были машины. Но ничего, вышел из положения, все оценяли. Оператора всегда увлекал творческий момент, его величество кадр. Результат радовал. Опять снял монтажно, картинка получилась красочной и понятной зрителю. А что не интересовало его вообще, так это статистика. Владимир Николаевич никогда не считал ни сколько фильмов он снял, ни как они называются. Всю жизнь привыкший работать в тени, по ту сторону камеры, скромный и улыбчивый оператор, ветеран Владимир Тупиков совсем недавно отпраздновал свое 80-летие. Почти 20 лет он на пенсии. А вот привычка фиксировать кадр и видеть красоту через призму объектива осталась.